Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В конце мая по всей стране празднуют Общероссийский день библиотек. Профессиональный праздник. Многие библиотеки отмечают проведением мероприятий, направленных на популяризацию книги и книжной культуры, а также на решение проблем, связанных с настоящим и будущим библиотек. Гостья в нашей студии сегодня Галина Кутугутова, руководитель медиацентра Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Общероссийский день библиотек является и профессиональным праздником российских библиотекарей, поэтому вас можно поздравить с Днем библиотекаря. Какие мероприятия проводят в рамках этого дня в Национальной библиотеке? Вообще мероприятия этого праздничного дня уже начались давно, и основными такими событиями, большими, крупными, были открытие удаленного центра доступа к президентской библиотеке Ельцина на базе нашего филиала. Это библиотека-архив первого президента нашей республики Михаила Ефимовича Николаева в селе Чапаево. Это было крупное событие с приездом приглашенных гостей. Кроме того, открылась уже 18 мая и будет продолжать работу до 10 июня большая фотовыставка «Саха. Топографические портреты» на базе ДК Гагарина. То есть все эти мероприятия уже прошли, но на фотовыставку можно еще попасть. Кроме того, было такое большое торжественное заседание с участием председателя правительства Андрея Владимировича Тарасенко, в рамках которого были присуждены ежегодная премия в области библиотечного дела имени Крафта, премия главы. И в этом году впервые знак отличия Министерства культуры был присужден тоже библиотекарям, которые особо отличились за период своей работы. Библиотека сегодня — это не только тихое место для чтения, но и открытая площадка для общения и развития. Как меняется главная библиотека республики, что появилось после ремонта? Да, мы буквально в конце прошлого года открылись после капитального ремонта. Это был первый этап капитального ремонта. Первые 2 этажа открылись, и они сейчас превратились в такое интересное, современное, досуговое место. И вообще библиотеки сейчас, и не только наша библиотека, вообще библиотеки, они сейчас претерпевают такую трансформацию, не только в цифровую, но еще и трансформацию в плане того, что читатели, люди приходят туда не только за книгами теперь, но и за временем, за той тишиной и за теми мероприятиями интеллектуального такого характера, которые можно найти в стенах библиотеки. И если говорить о цифровизации, у нас на базе библиотеки, мы уже неоднократно об этом говорили, открылся большой республиканский центр цифровизации культурного наследия республики. Это большой межведомственный проект, поддержанный нашим правительством, Министерством культуры, и с участием Института гуманитарного исследования, Северо-Восточного федерального университета и других институций. И в этом центре, таком полностью оснащенном, там даже сейчас делают 3D-копии цифровые. И это не просто сканирование, цифровка, создание моделей, таких трехмерных. Это еще и большая работа научная составляющая, потому что весь материал, он перекладывается на такой большой портал «Культурный код Якутии», тоже межведомственный проект, где все можно в одном месте найти, все такое достояние нашей республики, духовное, материальное. То есть теперь в библиотеке можно, в принципе, проводить различного рода мероприятия. Да. Расскажите о каких-то, может быть, интересных мероприятиях и как можно провести такое мероприятие, как его организовать? Вообще сейчас библиотеки открыты к сотрудничеству, такой коллаборации, И на базе библиотеки всегда на постоянной основе проходят разного рода такие лектории, это встречи с писателями. Это не просто традиционные презентации книг, но еще и место встречи. Буквально вчера мы встречались с художником Джилустаном Афанасьевичем Байтуновым, сделали такое подвальное помещение, мы говорили об искусстве, он рисовал прямо во время мероприятия. И такого интеллектуального характера мероприятия сейчас библиотеки проводят. И всегда открыты к сотрудничеству, можно подойти в библиотеку, договориться. Как по-вашему нужно прививать культуру чтения? Такой общий вопрос. Общий вопрос, он очень интересный на самом деле. Учитывая тот факт, что наша республика 3 года подряд выигрывала конкурс «Самый читающий регион» и получила второй регион в России, в Российской Федерации, который получил постоянный статус территории книги и чтения, мы можем смело говорить о том, что культура чтения у нас в регионе очень высоко развита. И это говорит о том, что вообще инфраструктура чтения у нас тоже очень развита. Если пройтись по городу, много книжных магазинов, 23 библиотеки по всему городу. Помимо этого,
вот педагогическое сообщество, да, вообще сообщество, оно везде, во всех своих мероприятиях, в работе всегда продвигает культуру чтения. И мне кажется, здесь с этой точки зрения очень позитивное у нас такое положение. Ну, то есть проблем здесь нет, действительно, книги... Конечно, проблемы существуют всегда, Так, да. хорошо. А, Какая проблематика может быть Ну, здесь? сейчас много говорится о том, что молодежь, особенно дети, они перестают читать книги. Но учитывая то, ну вот я не знаю, как насчет других регионов, но у нас в республике очень много читающей молодежи. Если посмотреть статистику библиотечного дела, читателей, посетителей, которые ходят, у нас с каждым годом вот этот возраст, средний возраст посетителя, он молодеет. Раньше, если это были пенсионеры, и самым нашим читающим человеком была женщина за 45, которая работала в сфере образования, то сейчас эта цифра, она молодеет. И это тоже такой позитивный настрой для нас, библиотекарей. Ну, в этом году впервые проводится фестиваль чтения. Расскажите об этом. Он проводится по всей республике или только в Якутске? Вот какие мероприятия сейчас проходят? Ну вот, если мы вернемся к прошлому вопросу, да, вот этот фестиваль, он как раз-таки был, задумка этого фестиваля, ну, появилась в 2021 году, когда был большой симпозиум, и на круглом столе там были представители вот, педагогического сообщества, блогеры, общественность, вот, книгоиздатели. И пришли по итогам этого круглого стола, что нужен какой-то такой большой фестиваль, когда на всех площадках города будет происходить каждый день в течение месяца много-много активностей, связанных с чтением. И эта вот мысль зрела, и в мае этого года фестиваль запустился, и сейчас на 23 площадках это Национальная библиотека, это научная библиотека университета нашего, это Республиканская библиотека для слепых и все филиалы городской централизованной библиотечной сети, все присоединились к этой акции, и каждый день везде проходят какие-то активности. Вот как проходит ежегодная акция «Сила книги» в этом году? Вот кто будет чтецом и в каких регионах еще проводится? «Сила книги» тоже в этом году проходит в рамках фестиваля чтения. В 5-й раз она проходит, она буквально вот 2 часа назад завершилась. По всей республике разные люди читали свои любимые отрывки из произведений детям. Вообще идея акции в том, чтобы показать, что взрослые люди, достигшие чего-то, да, они тоже любят читать книги, они читают эти книги и делятся с детьми своими знаниями, и всегда мы получаем живой отклик. После встречи всегда дети, аудитория, ну, всегда с удовольствием слушают своих чтецов, и в конце даже бывают истории, когда нам пишут, говорят, мы прочитали эту книгу. И удивительно, что 5 лет назад старт этой акции дал глава нашей республики Айсан Николаев. На базе библиотеки он прочитал отрывок «Маленького принца». И сейчас эти дети, уже выпускники, которым он прочитал, разлетелись по всей стране. И вот тот момент, когда люди, наши герои, это всегда удивительные люди, это нейрохирурги. Вот в этом году у нас лауреат премии года «Человек труда» Лариса Шепелева читала. И на всех площадках, участниках тоже были такие интересные личности. Они вдохновляют детей. Вот. И хочется отметить, что «Сила книги» стала межрегиональной уже 3-й год. К нам присоединяются другие региона, и в этом году уже присоединились Архангельск, Новосибирск, Крым, Камчатка, так что мы надеемся, что скоро наша якутская акция «Сила книги» станет такой всероссийской. Ну, если идея хорошая, конечно, она заражает и другие регионы, и другим регионам тоже хочется поучаствовать в подобных интересных акциях. Всероссийская акция «Библионочь». Сегодня уже началась, да? Сегодня. В 14 часов, насколько мы знаем. Вот что нового, интересного сегодня для гостей? Да, «Библионочь» — удивительная акция, которая проходит по всей стране. И сегодня на базе нашей национальной библиотеки, вот в 16 часов, буквально через полчаса, будет торжественное открытие. И пройдет очень много таких интересных мероприятий. Это лекции. Вот, например, одна из лекций нашего коллеги, молодого писателя, который недавно выиграл очередной всероссийский конкурс, Максим Эверстов. Он будет читать лекцию о том, как написать рассказ. Потом будут различные мастер-классы, подведение итогов конкурса буктрейлеров. И завершится эта встреча с режиссером Эдуардом Новиковым с показом его авторского кино. Вот, так что интересная программа ждет. Все приходите. Интересная программа, и гости могут, конечно же, обязательно посетить. Вот смотрите, не секрет, да, что Якутия регион читающий. А есть ли какая-то статистика, какие жанры предпочитают якутяне читать? Может быть, чаще? Какие книги берут чаще? Да, я не могу сказать за всю республику, да, но мы ведем свою статистику электронной библиотеки, книговыдачи и так далее.
У нас очень любят художественную краеведческую литературу. Вот писатели, которые, наши якутские писатели, они всегда пользуются большим успехом. Наша якутская классика пользуется большим успехом. Кроме того, есть еще вот, у нас есть подписные ресурсы, это типа Литрес и так далее, другие библиотеки. Ну, научпоп любят наши читатели тоже. Что-то вдохновляющее такое, обучающее. Вот такая у нас примерная статистика. Какие-то, может быть, мотивационные книги. Мотивационные да, книги, да. А вообще, как часто люди приходят действительно за бумажной книгой или все-таки предпочитают уже цифровой вариант? Ну, конечно, если вспомнить вот нашу молодость, когда мы в библиотеку стояли в очереди и ждали, когда дверь откроется, да, а потом ждали за книгой несколько дней, мы стояли тоже в очереди. Конечно, сейчас, да, с доступностью вот, интернета, да, какой-то вот информации, которую можно легко найти, сейчас не такие очереди. Но, да, возможно, у нас меньше стало людей, которые читают бумажные книги. Такое, да, наблюдается. Но каждый день, когда я, например, лично я прихожу на работу, я всегда вижу в залах довольных читателей. У нас есть постоянные читатели, которые приходят за периодической печатью. Им важно вот ощутить вот этот бумажный носитель. Да? Потом, когда мы проводим мероприятия, к нам некоторые дети приходят впервые в библиотеку, но после мероприятия они хотят записаться, они записываются. То же самое с молодежью. Они записываются в библиотеку, получают свой читательский билет, и потом я смотрю, вот этот человек был вчера на мероприятии, а сегодня он уже сидит у нас в читальном зале, и это очень здорово. Ну и предлагаю напомнить нашим телезрителям, можно ли стать дистанционно, получить, например, читательский билет или обязательно идти в библиотеку. Вот как сейчас это работает, может быть, действительно упростилась система? Ну, вообще сейчас у Национальной библиотеки есть огромная база электронной библиотеки. Там около 100 тысяч уже оцифрованной литературы. И каждый читатель с помощью своей электронной почты, зайдя на сайт библиотеки nlres.ru, может зарегистрироваться и получить доступ к огромному количеству электронных вот, книг. Кроме того, сейчас, вот в прошлом году мы запустили такой единый поисковый поисковик по всем библиотекам республики. То есть можно вбить в этот поисковик запрос читательский, да, и в результатах мы увидим все доступные книги во всех библиотеках республики, которые уже включились в эту поисковую систему. То есть если я живу, например, в Анабарском улусе, и у меня в поисковике выйдет, что в моей библиотеке вот здесь эта книга есть, я схожу в эту библиотеку. Вот. Ну что ж, Галина, еще раз поздравляю вас с праздником. Большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем, конечно же, развития нашей национальной библиотеки, ну и побольше благодарных читателей. Спасибо большое. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.